Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Рубрика «Между жизнью и смертью. Реальные истории из ковид-госпиталя». Глава администрации Ачимчирского района рассказал об эпидемиологической ситуации в районе и о предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. В рамках проекта «Молодежное участие и развитие в Абхазии» Сухумский офис детского фонда ООН передал молодежным клубам, созданным при школах, новое оборудование. Оперативная сводка Министерства внутренних дел. Президент Аслан Бжаня, находящийся с рабочим визитом в Москве, встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждались вопросы, касающиеся сферы безопасности. В Москве также состоялась встреча Аслана Бжаня с вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком. Во встрече приняли участие исполняющий обязанности заместителя руководителя администрации президента Абхазии Валерий Пабба, вице-премьер, министр экономики Кристина Узган. Обсуждались вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработке генеральной схемы газификации Абхазии. Далее в выпуске рубрика «Между жизнью и смертью». На кадрах, которые вы сейчас увидите, жительница Ткорчала. Ей 90 лет. Ее привезли в Гудаутский ковид-госпиталь с коронавирусной инфекцией. Врач Астан Габли объясняет женщине, зачем ей необходимо сделать снимок. Кроме того, наш корреспондент Гугуца Вардани рассказывает реальную историю пациентки госпиталя, так как сама она говорить об этом на диктофон отказалась. Потому что лечение хамзоя еще кушмуку бахту, еще кузин, а где-то кушбахту, арта я харватна. И в общем как просто вас одинаково за вас просто шагу 10 секунд я отмахну и уж ты впихай. Все. Эту историю рассказала мне одна из пациенток Гудаутского ковид-госпиталя. Сама озвучивать она ее отказалась, поэтому озвучу ее я. Называется она «Чашка кофе ценою в жизнь». Почти месяц назад соседке пришел положительный тест на COVID-19. Зная об этом, она зашла в гости на чашку кофе к другой нашей соседке. Судя по всему, переносила болезнь легко и не верила в то, что может кого-то заразить. Но это все же произошло. Через несколько дней у женщины, которая проявила свое гостеприимство, появились первые симптомы COVID-19. Более чем через неделю она попала в реанимацию, а еще через несколько дней умерла. У каждого эта болезнь протекает по-разному. Если кто-то переносит легко, то у кого-то течение может быть сложным. К сожалению, многие, зная, что у них подтвержденный тест на COVID-19, ходят в гости в общественные места и заражают других. Сознательность и ответственность должна быть у каждого гражданина. Если вы получили положительный тест на COVID-19, проявите терпение и проведите эти дни на самоизоляции. На посещение села Псху введены ограничения. Об этом сообщил глава Сухумского района Алхаз Читанава. Ограничения введены после того, как у нескольких человек появились симптомы коронавирусной инфекции. Как уточнил Читанава, въезд в село ограничен с середины прошлой недели. Из-за нелетной погоды туда не удалось сразу отправить бригаду медиков для сбора биоматериала на ПЦР-анализ. Врачи выехали только 29 июля. ПЦР-анализы взяли у 6 жителей с признаками COVID-19. Их состояние здоровья стабильное. Они получают необходимый курс лечения. Результаты анализов будут известны в ближайшее время.
На данный момент в Ачамчирской районной больнице находятся на лечении 24 человека. Состояние их здоровья средней степени тяжести. Какие предпринимаются меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, рассказал в интервью нашей программе глава администрации Ачамчирского района Беслан Беглава. Мы видим, что в последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшается, однако ограничительные меры соблюдаются не всеми жителями района и города в частности. Администрация района как-то контролирует это? Администрация на каждом аппаратном совещании доводит до сотрудников, чтобы проводили разъяснительную работу в области общепита и теми людьми, где собирается большое количество людей, чтобы соблюдали меры предосторожности. То есть это ношение масок, социальная дистанция. Мы пока так можем влиять на эту ситуацию. Других рычагов у нас нет, только разъяснительная работа. Вот я думаю, люди должны откликнуться на это, понять ситуацию, потому что ситуация пока еще не сказать, что критичная, но очень тяжелая. И очень бы хотелось, чтобы люди поняли, что не стоит собираться, не стоит проводить какие-то мероприятия, какие-то торжественные моменты, там, свадьбы или еще что-то. Сейчас мы закрыли садик тоже вот недавно, потому что там тоже много больных воспитателей. Да, это тяжело, наверное, родителям, особенно те, кто работают. Но у нас других мер пока нету в этом плане, только закрытие. Через глав администрации сел какую работу проводите на местах с жителями тех же сел, там, разъяснительную и так далее? Через глав сельских администраций, опять же, только разъяснительная работа. Сегодня, кстати, у меня в 3 часа я собираю опять всех глав администрации именно по этому вопросу, глав сельских администраций. Мы будем поднимать опять этот вопрос, чтобы люди поняли, чтобы ходили, объясняли. Другого пути пока у нас нету. Пока только так боремся методом того, чтобы люди осознали, дошли до этого. Мы знаем, у нас в районе немного, конечно, свадебных залов и банкетных залов, но сейчас как там обстоят дела, проводятся ли какие-либо там мероприятия? В последнее время мне неизвестно, чтобы там какие-то мероприятия проводились, то, что касается города. И по району в целом тоже там свадеб не проводилось. Да, были траурные мероприятия, опять же, по району. Там были моменты, когда люди ставили шепы, собирали людей. Некоторые понимают эту ситуацию, некоторые не сажают людей за стол. А в других местах бывает такое, что и за руку тянут, чтобы сели. Есть статистика заболеваний в городе? Статистику вот мне сегодня буквально дали с 1 января этого года. По забору материала на ковид-тест было забрано 4974 человека. Из них выявили положительных 1532 человека. На стационаре лечатся 280 человек. В больнице находится 24 человека. На амбулаторном лечении 179 человек. Переведено в инфекционную больницу, то есть в Гудауту, 40 человек. Умер за этот период 1 человек. Мы не раз освещали тему больницы и саму больницу, в частности, инфекционное отделение. Мы знаем, что администрация района уделяет особое внимание районной больнице. Как там обстоят дела на сегодняшний день и оснащена ли больница всем необходимым для лечения пациентов, которые больны непосредственно ковидом? Все необходимые лекарства, наиболее жизненно важные, у них имеются. Ни одного пациента еще на улице не оставили, всех принимают, кого нужно вовремя отправляют в инфекционную больницу. То есть в этом направлении ситуация контролируемая. Чтобы разгрузить больницу, вчера у нас с санэпидстанции нашей завезена новая лаборатория, чтобы вот эти вот тесты проводить уже здесь на месте, не отправлять их куда-то, и это все оперативно решалось. Скорик присутствовала. Я думаю, в ближайшее время она уже запустится. Там есть кое-какие мелочи, там в виде кондиционера добавит, и еще какая-то там мелочевка, и неделю, дней 10, и она уже будет запущена.
Вспыхнувшие 28 июля в Турции пожары все еще продолжаются. Сообщается о 4 погибших. Кроме того, как сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, от стихийного бедствия пострадали 183 человека. По последним данным «Спутник Турция», 57 из 71 пожаров, вспыхнувших в стране, взяты под контроль, а 14 пожаров все еще продолжаются. Как заявил президент Турции Таyyip Эрдоган, государство мобилизовало все возможности для тушения пожаров и окажет поддержку пострадавшим. Президент Турции также отметил, что расследованием причин бушующих на юге республики лесных пожаров занимается полиция и разведка. Между тем, Генеральное консульство России в Анталии обратилось к российским туристам, находящимся вблизи районов, где продолжаются лесные пожары, с призывом быть готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей. Сотрудниками Министерства внутренних дел у жителя Галского района изъято наркотическое вещество в особо крупном размере, а жителю города Ткварчал вменяются незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотического средства. Все подробности в оперативной сводке МВД. Сотрудниками Галского РОВД в ходе оперативных мероприятий изъято наркотическое вещество в особо крупном размере. Так, в городе Гал по улице Самурзаканская сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району задержали жителя Шашипара Кварацхеля Георгия Гиглаевича, 1993 года рождения. Мужчина в своем рюкзаке переносил вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Обнаруженное сотрудниками милиции было изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел, где установлена его принадлежность к наркотическому средству марихуана. В общей сложности в ходе личного досмотра у Георгия Кварацхеля изъято порядка 760 грамм наркотического средства. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического вещества в особо крупном размере в отношении гражданина Кварацхеля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району. Георгий Кварацхеля водворен в изолятор временного содержания. Пистолет, переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой, и патроны к нему сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району изъяли у жителя Гудауты Цукба Эдгара Вячеславовича, 1986 года рождения. За незаконные приобретения, хранение, ношение, а также изготовление или ремонт огнестрельного оружия и комплектующих деталей к нему в отношении гражданина Цукба возбуждено уголовное дело. Расследование проводит группа дознания Гудаутского РОВД. Эдгар Цукба отпущен под подписку о невыезде. Незаконные приобретения, перевозка, хранение наркотического средства в крупном размере вменяется жителю города Ткварчал Самсоне Джумберу Григорьевичу, 1967 года рождения. Гражданин был задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с отделом уголовного розыска отдела внутренних дел по Ачимчевскому району в ходе проведения оперативных мероприятий на посту ГАИ Тамыш. При личном досмотре у Джумбера Самсони изъят сверток с наркотическим веществом марихуана, как установлено экспертами, порядка 12,5 грамм, что является крупным размером. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Джумбера Самсони по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит орган предварительного следствия отдела внутренних дел по Ачимчерскому району. В отношении Самсони избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В Гагарском районе, а именно в селе Лохадзе, оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными отдела милиции города Пицунда районного управления внутренних дел. В результате осмотра приусадебного участка домовладения, принадлежащего гражданину 1956 года рождения Федорову Сергею Николаевичу, сотрудники милиции изъяли корни растений конопли Южно-Краснодарской. Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, изъятые растения содержат наркотический активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, то есть марихуана. При дальнейшем обследовании домовладения гражданина Федорова в подсобном помещении сотрудниками милиции обнаружено и изъято сухое вещество растительного происхождения.
Эксперты установили, что высушенные растения являются наркотическим средством маковая солома массой порядка 190 грамм. Сергей Федоров задержан в отношении последнего по факту выращивания запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере, а также незаконного хранения наркотического вещества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Следственный отдел Управления внутренних дел по Гагрскому району. Разыскивается Новик Вадим Вячеславович, 1988 года рождения, житель города Санкт-Петербург. Вадим Новиков временно проживал в селе Кашта Гулрипского района. 4 июля он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы роста: 1,68 сантиметров, спортивного телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза, над губой родинка. Был одет в светлую футболку, шорты цвета хаки и в черную обувь. Если кто-либо знает о местонахождении Вадима Новикова, просьба сообщить в УВД по Гулрипскому району по телефонам 274 44 13, 274 44 02. Вопрос использования жука криптолемуса в борьбе с шерстистой белокрылкой, поражающей цитрусовые насаждения, обсудили на встрече начальника госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджи с представителями продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций ФАО. Впервые этот биологический метод борьбы с использованием криптолемуса был применен в Абхазии в 1931 году. В то время его применяли против другого вредителя цитрусового мучнистого червеца. ФАО готова помочь в приобретении 500 особей криптолемуса. Хищного жука завезут из Нидерландов, как только будет получено разрешение Министерства сельского хозяйства Абхазии, Государственной инспекции по карантину растений. Криптолемуса выпустят на специально выделенных участках с цитрусовыми насаждениями, где не проводилась химическая обработка, и будут наблюдать за действием жука криптолемуса по подавлению шерстистой белокрылки. В рамках проекта «Молодежное участие и развитие в Абхазии» Сухумский офис детского фонда ООН передал молодежным клубам, созданным при школах, новое оборудование: ноутбуки, колонки, жесткие диски, принтеры, микроскопы и микролаборатории для химических экспериментов. Наша съемочная группа побывала в 6-й столичной школе. Репортажи из Магуланция. Молодежное участие и развитие в Абхазии. Так называется совместный проект Сухумского дома юношества и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. За 5 лет проекта в 18 школах республики были открыты молодежные клубы, а кабинеты химии и физики оснащены специальным оборудованием. На этот раз в 6-й столичной школе передали ноутбук, принтер, колонки, электронные микроскопы и микролаборатории для химических экспериментов. Оборудование для химического кабинета особо ценно для нашей школы, потому что мы планируем открывать профильные классы. И один из профильных классов – это будет биохимический класс для тех детей, которые хотят поступать в медицинские учреждения. Там будет углубленное преподавание биологии и химии. Но если для биологии нам уже, кстати, передавали и микроскопы, и еще кое-что, то для химии у нас пока ничего не было. И вот это детям, конечно, будет очень интересно на уроках не только прочитать что-то в учебнике, но и какой-то опыт увидеть. Проект реализуется в Абхазии с 2013 года. Он стартовал с открытия детского лагеря в Аватхаре и продолжился в стенах образовательных учреждений. За эти годы более 1000 школьников посетили молодежные клубы. Занятия проводились по различным дисциплинам: английский язык, гражданское образование, экология, здоровый образ жизни, математика и другие точные науки. В самом начале проекта школы получили колоссальное количество оборудования. Помимо компьютеров, ноутбуков, проекторов и так далее, они получили мини-лаборатории по физике, по химии, по экологии, по биологии, скелеты, 3D-микроскопы. То есть все то, что позволяло бы ребятам развиваться. И это был и профориентационный момент, потому что у нас, к сожалению, все идут в экономисты и юристы, а вот эти вот конкретные занятия после уроков, которые они проводили в клубах, где они своими руками что-то вот создавали, проверяли, испытывали опыты, то, что они видели своими глазами, это, конечно, многого стоит.
Данная акция – одна из последних, ведь проект «Молодежное участие и развитие в Абхазии» завершается. Однако организаторы выражают надежду, что смогут продолжить свою работу. У нас есть определенное видение того, как проект будет продолжаться, но мы даже сейчас понимаем, что он будет меняться, может быть, школы поменяются, может, другие добавятся какие-то компоненты, но мы видим, что есть позитивная динамика, и уже в этих школах есть такой костяк как и учеников, так и учителей, которые активно используют это оборудование и те навыки, которые они приобрели для всей работы и жизни самой школы тоже. Внешкольные мероприятия играют важную роль в развитии ребенка, формируя не только знания, но и навыки, работу в команде, планирование времени и организационные способности. Эсма Гуланзе, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. В Сухумский обезьяний питомник завезли из России 2 лемуров и 3 белоухих игрунок. Сейчас посетители могут посмотреть только на лемуров, так как игрунки еще не акклиматизировались. Но уже через несколько дней посетителям будут представлены и они. Как сообщил один из сотрудников, в скором времени в питомнике появится еще один вид обезьян – саимири. Это небольшие обезьяны, живущие семьями, своенравные, дикие, поэтому их клетка будет ограждена мелкой железной сеткой. Сотрудники ПСО города Сухум в течение 3 дней осуществляют доставку питьевой воды для жителей некоторых районов абхазской столицы. В результате непогоды в ночь на 27 июля жители Синопа, района Турбазы и улицы Чанба остались без воды. На сегодняшний день вода сюда доставляется спасателями в автоцистернах. Помимо этого, в 26 частных домовладениях сотрудниками столично-пожарно-спасательного отряда проведена промывка территории от нанесенного паводком ила и мусора. В понедельник, 2 августа, Гагарский район, Пицунда и близлежащие к ней населенные пункты останутся без подачи электроэнергии с 15 до 18 часов. Об этом сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Отключение электричества связано с ремонтными работами. Будет обесточена воздушная линия БЗИП-220. Из-за сильных проливных дождей, прошедших в республике в ночь на 27 июля, были повалены 2 опоры высоковольтной линии, по которой в случае необходимости электроэнергия поступает из России в Абхазию. Авария не отразилась на энергоснабжении республики. На место сразу выехали аварийные бригады РУП Черноморэнерго. Однако устранить последствия аварии до сих пор не удалось. Как отмечают специалисты, ремонтные работы займут не менее 20 дней. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 31 июля и 1 августа в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами к концу дня возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.